Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 84. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 56. 6 з ліку здзейсненых раней. Затрыманы 19 подозреваемых особ. Зарегистрировано по линии уголовного розыска 7 особо тяжких и тяжких преступлений, 6 по которым подозреваемые лица установлены. Продолжено мероприятие по деалкоголизации населения. Сотрудниками милиции изъято и уничтожено 13 самогонных аппаратов. Последний яркий пример в Пружанском районе. Совместно сотрудники милиции с коллегами из Свислочского РУВД на территории национального парка Беловская пуща обнаружили мини-завод по производству самогона. В ходе осмотра было обнаружено 6 тысяч литров самогонной браги. 3 дорожно-транспортных здарэння, у якіх загінуў 1 чалавек і 3 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці, зарэгістравана за гэтыя выхадныя на тэрыторыі вобласці. Больше 20 пьяных водителей были задержаны на территории всей области. Сегодня утром сотрудниками госавтоинспекции в городе Бресте было проведено специальное рейдовое мероприятие под условным названием «Фильтр». В течение 3 часов в городе Бресте были задержаны 4 нетрезвых водителя, 8 водителей, которые лишены права управления по различным причинам. Вопиющий случай, который произошел в городе Пинске, когда сотрудниками госавтоинспекции в 10:30 вечера была задержана за рулем нетрезвая беременная женщина, находящаяся на 20-й неделе. Большой резонанс вызвало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 8 числа, причем в обеденное время, в результате которого погиб водитель на въезде в городе Бресте, совершив наезд на осветительную опору. Мы можем с вами уверенно сказать, что мужчина не имел права управления, так как неоднократно уже был судим за управление в состоянии алкогольного опьянения. То есть здесь, как говорится, что может остановить такого человека? К сожалению, как показывает практика, это ДТП со смертельным исходом. 4 пажары зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Ахвяр няма. Пашкоджана 3 аўтамабілі. В Кобринском районе работники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТП водителя автомобиля «Мерседес», который столкнулся с деревом. Пострадавший доставлен в больницу. В деревню Ольховцы Ляховичского района благодаря сработке автономного пожарного извещателя сигнал о пожаре от сработавшего на фасаде здания сигнального звукового устройства услышал 39-летний прохожий, который через оконный проем жилого дома спас хозяйку дома, пенсионерку 1931 года рождения.